Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года для львов. Это будет любовь и отношения. Сначала карта для тех, кто в поиске партнера. Теперь карта для тех, кто в ссоре. Для тех, кто расстается со своим партнером. Для тех, кто только начал отношения. Для тех, у кого уже долго отношения. Кто без регистрации вместе и те, кто в браке. Будем подсказывать из цыганской колоды. Смотрите, как интересно у нас здесь получается для тех, кто в поиске партнера. Вот смотрите, здесь вот может быть произойти встреча с человеком очень самостоятельным, человеком таких вот традиционных взглядов на жизнь, на семью, на отношения. И здесь, скорее всего, мужчина будет проявлять инициативу. Очень хорошая карта для отношений. Император и императрица очень хорошие карты для того, чтобы строить прочные взаимоотношения, для того, чтобы действительно рядом с этим человеком было все стабильно, надолго. Посмотрим дополнительные карты. Для тех, кто в поиске партнера, вот встреча может произойти действительно с человеком, который либо коммерсант, предприниматель, да, в общем, может быть, своим делом зарабатывает деньги. Это может быть совершенно новый человек, которого вы не знаете. И, может быть, знаете, вот до этого времени вы встречали вот партнеров одного типа, а теперь совсем другой, да. Может быть, раньше были какие-то легкомысленные, а теперь вот человек серьезный. И, кроме того, вы с этим человеком будете, знаете, вот на многие темы разговаривать. Вы, вот знаете, как друзья пока что общаетесь, вам очень рядом с этим человеком спокойно, тепло, вы ему доверяете, вам кажется, что это человек, которого вы долго ждали. Теперь те, кто в ссоре, у нас карта Солнца старшего аркана выпадает. То есть, тут даже говорить нечего. Здесь будет прояснение ситуации, прояснение отношений. Солнце, эта карта всегда очень хорошая, положительная. Обычно она говорит о примирении, да, но может говорить и о расставании, в принципе, если это вам к лучшему. Вот смотрите, что карты говорят. Будет какая-то действительно сложная ситуация, которая, знаете, которую трудно... Во-первых, трудно как-то ее пережить, переварить, да, принять. И будет очень много разговоров вокруг вот этих сложных каких-то, может быть, сложные взаимоотношения, может быть, ссора, может быть, какая-то, в общем, очень серьезная ситуация какого-то прекращения, да. Вот, допустим, может быть, вы не просто поссорились, а сказали друг другу, что вообще больше не хотите встречаться, да, и много лишних слов таких наговорили, которые вот как бы закрывают отношения. Но вот эта карта все-таки говорит о том, что это не навсегда. Все-таки вы вернетесь друг к другу, все-таки ситуация сложная разрешится, вы поймете, что как бы вам все-таки лучше быть вместе, да. Если же вы все-таки решите быть как бы в одиночестве, то все равно у вас тут не получается быть одному. Здесь получается, что вы с одним человеком расстаетесь, и сразу же с другим у вас могут начаться отношения. То есть просто практически вот одновременно, да. В общем, смотрите, вот эта шестерка трефовая, эта карта такая серьезная. Она говорит как раз о том, что что-то происходит... как бы такое очень сложное в ваших взаимоотношениях, с чем трудно справиться. Это для вас такое, как испытание. Пройдете его, да, значит, останетесь вместе. Не пройдете, значит, этот человек уйдет, но обязательно другой появится, который даже более вам подходящий, да, который для семьи, для дома и так далее. Теперь те, кто расстаются. Здесь у нас выпадает королева Пентаклей. Карта очень стабильная. Если, допустим, у вас происходил разлад какой-то, да, здесь как-то без эмоций особо. Вы вот просто решили, допустим, что больше не хотите вместе быть. Или что этот человек не является вам опорой, что он там не зарабатывает деньги или еще что-то такое. То есть вы решили, что человек вам не подходит, и как-то здесь вот тихо можете расстаться, да, как-то очень тактично вы этот вопрос можете решить. Так,
Если вы решаете здесь как бы расставание через суд, да, вот развод, то, скорее всего, здесь вы делите деньги, делите имущество, да, и, может быть, сами бы вы не решили этот вопрос, а вот через государственные органы власти вы тут решаете довольно-таки благополучно. Даже если это был сложный очень для вас момент, вы можете вот в этом месяце это все решить. Если же это расставание просто не через суд, да, то здесь может быть все равно встает какой-то вопрос денежный, может быть, один из партнеров не хочет, чтобы отношения распадались, да, и как-то давит на другого партнера, создает какие-то ситуации такие, ну, как бы усложняет еще больше отношения, но в любом случае здесь, ну, как бы ситуация разрешается, ситуация улучшается, заканчивается, да, причем заканчивается к вашему удовольствию, удовлетворению. Так, посмотрим теперь те, кто недавно начали отношения, то есть уже есть какой-то человек, но совсем недавно познакомились. Здесь у нас 8 мечей. Карта говорит о том, что вы пока еще не чувствуете себя комфортно с этим человеком. Может быть, он такой подавляющая личность. Может быть, вы сами просто еще не уверены в себе и как-то цепляетесь за отношения. Не можете проявить себя вот именно таким человеком, какой вы есть на самом деле. Давайте посмотрим, что же тут происходит. Ну, скорее всего, этот человек не очень вам подходит, а вы боитесь как бы с ним расстаться, боитесь его потерять. Скорее всего, это человек, который, может быть, не самостоятельный, человек, который как бы не дает вам опоры, защиты. Вы не чувствуете рядом с ним себя вот, ну, как бы комфортно, да. И здесь нужно принимать решение, вообще оставаться вам с этим человеком или нет. Скорее всего, вот такой будет здесь месяц. Теперь... Кстати, вот этот вопрос можно решить. То есть, если, допустим, дело не в человеке, который рядом с вами, а в вас, может быть, вы просто человек не самостоятельный, и поэтому, вот, может быть, чувствуете себя некомфортно. Может быть, вам просто нужно заняться собой и как-то постараться организовать свою жизнь, там, найти работу, начать зарабатывать. Вот для вас вот этот момент еще важен, да, вот, чтобы вы чувствовали себя стабильно, самодостаточно, тогда и в отношениях у вас здесь выправляется. Теперь те, кто давно уже в отношениях, здесь 9 мечей. 9 мечей – карта, которая говорит о том, что вы можете как-то, в общем, как будто бы вы хотите свободы, как будто бы вы хотите, чтобы в отношениях было больше легкости, чтобы вас не ограничивал партнер. Может быть, у вас много каких-то ссор, склок, споров и так далее, да. Может быть, вы хотите заботы, романтики, любви, да. А у вас здесь какое-то непонимание, либо вот ситуация сложная, с которой связана с деньгами, с недвижимостью, может быть, за квартиру там нужно платить или еще что-то такое, да, и вот вас вот эти мысли беспокоят, и вы можете с партнером как-то вот отношения выяснять по поводу этого. Но все-таки, смотрите, зря вы здесь переживаете. Это все-таки человек, который может, в принципе, как бы ваше счастье создать, да, то есть для вас это человек подходящий, потому что вот мне карты говорят о том, что это человек вам по судьбе, это человек, который может стать вашей семьей надолго, да, с которым могут быть дети, дом и так далее. То есть, смотрите, вы здесь как-то усложняете. Скорее всего, вы много думаете и мало действуете. В этом проблема. То есть вам нужны действия, чтобы вот эта энергия мыслительная, она уходила куда-то целенаправленно. То есть, по сути, вы сами себя тут накручиваете, может быть, и, может быть, даже от вас зависит то, что в отношениях не ладится, да. То есть, в принципе, у вас здесь есть возможность замечательно отношения наладить в июне. Но для этого вам нужно перестать переживать, нужно начать хоть что-то делать, хоть что-то, что можете, что в вашей власти сейчас, и у вас уже тут облегчение такое наступит, и на отношения это тоже скажется очень хорошо. Теперь те, кто уже вместе, да, живут, но без регистрации. Здесь карта башни. То есть тот прежний статус у вас разрушается. Давайте посмотрим, что же здесь происходит.
Так, разрушается стабильность. Видимо, до этого было все как-то уже прочно, устоялось. У вас уже дом, семья, у вас были чувства, настрой на, может быть, даже на детей, да, и тут вдруг вот сложности такие происходят. Больше всего тут стабильность и деньги затронуты. Из-за этого здесь вот перемены. Перемены все-таки и ваши отношения затрагивают, ваши чувства затрагивают, да. Здесь как кризис, который вас проверяет, вот насколько ваши отношения могут быть прочными. Но вот эти карты говорят о том, что вы способны на стабильные отношения. Вот именно ваша пара, вы можете здесь очень долго вместе быть, и все у вас, в принципе, в деньгах наладится, все у вас будет, и недвижимость будет, дом и так далее, да. Но вот сейчас этот кризис просто нужно пережить. Это хорошо даже, что происходит, то есть вы увидите, над чем нужно работать вам, ваш партнер увидит, над чем ему нужно работать, как-то проверите свои чувства. Но вы здесь вполне можете жить долго и счастливо вместе. Тем более, знаете, вообще вот эта карта счастья. Причем, знаете, когда вы справляетесь с какой-то ситуацией, да, у вас тут еще и успех какой-то. Ну, сложная ситуация, видимо, вот кризис, который сейчас происходит в обществе, затрагивает вас, потому что старший аркан. Но вообще даже не переживайте, вы можете с этим справиться легко, вот опираясь друг на друга. А теперь те, кто в браке. Здесь у нас выпадает карта Иерофант, а здесь затрагиваются ценности, здесь затрагиваются деньги семейные, да, здесь может быть такая поддержка вот вашей семьи идет от родителей, бабушек, дедушек. Здесь может быть какая-то там дотация от государства, да, и вам как-то легче. То есть вы все равно прочно себя здесь чувствуете, вы опираетесь на дом, на семью, на отношения. Вы знаете, как решить любые конфликты. То есть вот для львов, в принципе, очень хороший месяц. Вы как-то здесь стабильно. Вы думаете так, что бы ни происходило, семья для меня главная. Семья для меня самая большая ценность. У кого-то здесь могут быть какие-то там, как это называется, крестины, да, что-то такое с ритуалами, с какими-то церковными связано. Там венчание, крестины или еще что-то такое может быть. Давайте посмотрим поконкретнее, что будет происходить. Ну, смотрите, у вас ситуация все-таки связана с какими-то ограничениями. То ли вы планировали, может быть, долгое время планировали отпуск какой-то, да, совместный куда-то поехать, и тут ограничения и как бы сложности из-за этого, да. Может быть, какие-то люди к вам в дом приезжают и, ну, как бы некомфортно вам это, может быть, большие траты, да. Кроме того, может быть, какое-то избыточное общение, которое вас утомляет. То есть вы как-то не можете осуществить какие-то свои желания, да, а вот вам другие люди навязывают что-то свое, и как-то вас вот это мучает, да. Но в любом случае, вот сам месяц для вас очень комфортный, счастливый, все равно все, что вы хотели, вы получите, может быть, не в начале месяца, может быть, в конце, да. Но в любом случае у вас здесь все, знаете, так оптимистично, по-доброму, все очень хорошо. Давайте посмотрим совет, какой дают карты львам на июнь. Десятка пиковая. Карта говорит о том, что всем львам хорошо подумать о том, чтобы обновиться как-то в отношениях, в чувствах, может быть, изменить образ жизни, может быть, подумать о каких-то переменах вот в доме, в отношениях, может быть, хотя бы недалеко куда-то там ездить, путешествовать, да, знаете, чтобы больше впечатлений было каких-то. Кстати, вот эта карта может говорить о том еще, что вам нужно будет что-то купить или продать в этом месяце. Вот как-то для вас это важно. Может быть, откладывали покупку какую-то, да. Вот все-таки вот карта говорит о том, что вам это нужно. Давайте еще карту достану. Шестерка пиковая. Так.
Но здесь очень важно решать вопросы с властью. Если нужны какие-то разрешения, разрешительные документы, ну, для того, чтобы, допустим, поехать в путешествие в какое-то, в поездку, в отпуск, нужно их сделать. То есть понятно, что это время, это не хочется с этим возиться, но лучше это сделать, и вы будете свободны вот куда-то поехать, да. Кроме того, здесь может быть какие-то вопросы юридические нужно будет решать, и это тоже как-то вашу жизнь изменит. То есть вот карта рекомендует не откладывать вот эти вот вопросы, которые касаются государственных учреждений, судов, каких-то разрешений, документов, паспортов и так далее. То есть вот это для вас почему-то важно, дорогие львы, в этом месяце. Друзья, желаю вам прекрасного времяпровождения, любви вам, счастья и радости. Всего вам доброго, до новых встреч!